Старинный исландский манускрипт гласил: «Отважный странник, спустись в кратер Евкуль-Снайфельдс, который тень Скартариса ласкает перед июльскими календами, и ты достигнешь центра Земли». Подлетая к международному аэропорту Кефлавик, изумляет раскинувшийся внизу пейзаж, напоминающий где-то лунный ландшафт, где-то тундру, где-то наше Аймеконье. На живописной горной гряде, чуть левее от вершины, мы увидели синие очертания скачущей исландской лошади. А ведь она стала брендом страны Исландия. Ездили в Исландию мы втроем. Алексей Григорьевич Пудов, Владимиров Леонид Николаевич и я, Николай Прокопьевич Степан. И в эту командировку мы поехали по заданию Михаила Ефимовича Николаева. Он как-то нам рассказал об уникальной лошади, исландской лошади, что есть в Исландии лошадь, тоже табунная, и круглый год живет тоже на улице, без теплого помещения, и добывает себе корм, подножный корм тоже тебенюя, и нам показал фотографии этих лошадей. И мы были очень удивлены, что очень похожа на якутскую лошадь, исландская лошадь. 2007 год был, 2008, тогда не очень дорого было ездить в Европу. И Михаил Ефимович сказал тогда: я вам помогу, вас встретят, вам обо всем о вас позаботятся. И он позвонил по телефону послу Российской Федерации в Исландии и с ним договорился о встрече нашей делегации. Мы знали, что нас там еще ждет наша землячка Кюрегей. Из молодые годы она уехала в Европу, потом в Исландии. У нее там двое сыновей известных. Один из них продюсер, другой из них музыкант. Так что мы все-таки доехали до Исландии через Данию, через Копенгаген. Долетели в Рейкьявике, где нас очень тепло встретил посол и дал сопровождение своего атташе. И мы очень хорошо провели командировку в Исландии под чутким кураторством нашего посольства и посмотрели практически всю Исландию. Она небольшая, что интересно, там очень развито табунное коневодство. И коневодство – это культура, и оно выведено на национальный уровень. Это национальная гордость исландское коневодство. И человек, который занимается коневодством, у них считается истинным исландцем. Пусть это мужчина, пусть это женщина, пусть это дети или пусть это старики, пожилые люди. Учение, образование, наука – все поставлено на очень высокий цивилизованный уровень. Не откуда-то взятый, а свой, а именно потом выстраданный, можно сказать. Есть у них 5-й аллюр тёльт. И они вот этот тёльт, у них занимаются тёльтом и дети, и взрослые, и пожилые. И кто тёльтом хорошо владеет, считается, что это мастер. Это уважаемые люди. И лошадь, которая долго этот аллюр держит, становится племенным, одним из лучших лошадей в этой породе. Обязательно одна точка опирается на земле находится.
не отрывается, нету. Вроде летит, вроде бежит и опирается. Поэтому на одном уровне движение получается. Издревле у них считается, когда бокал вина не разливается, не выплескивается ни капли. Вот тельтом обладает тоже монгольская лошадь. И монголы тоже соревнуются, они на круп лошади могут пиалу с кумысом, и этот кумыс не должен разлиться. Для чего тельт нужен? Вот это такой аллюр, пятый аллюр. Они нам так и не ответили. Это красота, видимо, да? Но я интерпретирую это, видимо, это связано с древней деятельностью исландцев, монголов, да? Они же очень воинственные оба народа. Исландцы – это викинги. В период тельта лошадь идет равномерно прямо. И тогда лучник, стреляющий, прицеливается. И метким выстрелом он поражает своего противника. Я так думаю. Я так думал. Хотя ни в какой литературе это не описано. И он как будто летит, парит и все время стремится вперед. Это такое движение, когда дух захватывает. Аж дух захватывает, когда ты смотришь. А если ты, наверное, сидишь и на тельте идешь, наверное, не только дух захватывает, а ты весь будешь стремиться лететь вперед. Изготовить из него сразу же фарш, и сразу же с приправами могут намазать на хлеб и есть в сыром виде. Вот у них далеко. Могут в замороженном виде строганину, может в полусыром виде, могут в копченом виде, могут из него готовить различные блюда. И это считается самым большим деликатесом конское мясо. При разведении лошадей мы поняли, что у них по двум направлениям работает такая вот селекционная и разведенческая работа. Есть чистокровные такие табунные лошади, которые пасутся в дикой природе, как и у нас. Они в предгорьях в основном, в предгорьях вулканов, вот затухший вулкан есть там, и вот в этих предгорьях они пасутся и самого лучшего жеребца подбирают и его используют в дальнейшем, как бы вылавливают, делают выставку и от этого жеребца используют, как бы используют на потомство. К нему привозят кобылок на варковую случку. До 80 кобыл может оплодотворить, осеменить один жеребец. Это, считайте, у нас на 8 кобыл один жеребец, а у них на 80 кобыл один жеребец. Значит, у них экономия на содержание жеребца. Вот. Но искусственное осеменение пока у них нету. То разведение, которое в дикой природе, но затем уже у них разведение идет в огороженных территориях. Это вокруг городов, пригородов, поселков и так далее. Вдоль дорог, везде у них огороженные территории. Хылгылары статуравыт. Хылгылары Аллах бу маннык көрөнү туарабаттар. Кырабай кыра көрөнү от электричество бар. Кийини отнан оксор кыратык. Анан сылгы бу мана хатан туарабат. Бу исландская хылгылар болу кехиттен лок куттаматтар. Кеха бәйләре тиян календар. Анан эми бирин тирехнеде айты өлбө уланы туттарын тимгөн болу кехи келбете чулахан деген. Есть колледжи, где обучают коневодству. И у них она многоступенчатая. Это на первом курсе обучают, и начинается рабочих профессий. На первом курсе ты становишься только конюхом.
и лучшие только переходят на второй курс. А кто менее таких на средние баллы сдавшие, получают сертификат и идут работать конюхами. Конюхом – это первая рабочая профессия. Он не имеет права ездить верхом, он не имеет права седлать, он не имеет права лечить лошадей, он не имеет права на выводку выводить и так далее. А он только кормит, чистит лошадей. Вот его функция. Кормит, чистит, ну и помогает более старшим по иерархии стоящим обучающимся студентам и сотрудникам. А на втором курсе они уже более профессиональный уровень. И на третьем еще более. Ну и затем они получают в четвертом курсе специальность бакалавра. Ну и, конечно, этот бакалавр всегда был выше, чем конюх, который освоил конюха и пошел работать. И он всегда уважительно относится к тому специалисту, который стал бакалавром. Потому что он всегда имел и практические знания лучше, выше него, и теоретические знания у него были лучше. Вот эта система работает безотказно. Но вот этот конюх после первого года, он идет работать, и у них 5000 евро тогда заработная плата была. Но половина заработной платы уходит на налоги. Исландская выставляется на продажу где-то уже в лет 4-5 в возрасте, уже объезженная лошадь. И она тогда стоила по нашим деньгам порядка 900 тысяч рублей. Около 1 000 000 рублей. Но тогда курс доллара был где-то 29. На продажу они вывозят только лошадей кастрированных. Кастрированных – это коней, можно сказать, не жеребцов, а с той целью, чтобы породу не выпускать племенных животных, их генетический потенциал не распространялся по всему миру, а сохранить в Исландии. Страна небольшая, население всего лишь 370 тысяч человек, 70 тысяч лошадей было. У них тогда было, сейчас, наверное, больше, и население больше. Но есть где нам посмотреть, и где нам, сравнивая, что полезного использовать в развитии нашего якутского табунного коневодства. Это пусть будет и разведение, пусть это будет культурная часть, там языковая составляющая есть, и культурная составляющая Исландии, исландского народа очень развит. Там все говорят на английском языке, как мы говорим на русском, свой язык исландский через коневодство они держат. Это у них среда развития языка и своей национальной культуры – это коневодство, ихнее коневодство. И это рыболовство, рыбоводство – это туризм. Вот где у них развивают, создали среду, где исландский язык. И вот у нас в руках есть бестселлер, подарил нам его автор, авторской надписью. Вот. Угу. Тёльт. Вот он. Тёльт. Когда тёльтом идет, обязательно в этом аллюре лошадь не летит, вроде летит, но обязательно опирается на землю. А как северные такие лошади все появились, Появились. Как появились, Видимо,
связь была, наверное. Северные лошади, они имеют одно происхождение. Вот изучение генетики, конечно, генетики покажет. Скоро мы уже будем знать. Он сахажено дөһөйбүт оңотон саҥа кайысқа сайыннарар бытыгар Исландия опытын туаныкпытын дады. Бу Исландияга сылгыларын туанан сылгыларын үйрөтен идетитен анал үйрәктер баалы. Анал наука бар. Бияга сылгыты бии күн бүгүнгерлы каннады үйрөппеппит. Сылгыны борустой рабочий да идага үйрөппеппит. Anta İslandiya borustoire ilaga botak bары кайыскатыгар барытыгар өйдү өрөккө тие наукатыгар тие диссертационный советие тие ученыйдерге тие үйрөтелер Исландия. Онун бу кинден өзбак сетигине етесилер кинилер кайда бүттөрөй. Эти агада өйдү хедитигер 4-5 жыллакка неместер кеттиралар. Ол гынымы Исландия, Германия союзнига болан олар бұды. Кенлер деке болан. Onun Amerikalar kelelleriger ити Исландияны хедилен ылан барандар. Данияттан, кені Дания территорията бит. Данияттан олар, Дания бұланы Германия, очотағы немес фашистский Германия союзнига. Вот onu Колин Исландияны ыланнар Данияттан тааран туспа государство курдуңурулар, онна база терьерлер Америкалар. Ки инне бәлерин карабылларын, борохоттарын, базатын, флоттарын онно туруралар. Өзбек аренднай өп катчы төлүллер Исландияларга. Оны Исландиялар ол катчыларын ылан таба туханан бәлерин сылгыларын айындыралар. Сылгы иетийтин, сылгы көрүйтін, қарайытын, сылгы өрән, сылгыны рекламалан, брендируйдан, тахаран улахан уровенге тахарбаттар. Ол онтукаларын күн бүгін өтін сетихилері оннайдыр. Беги бөлеген әмее сер байын қостур байбыт. Ол оғавай өтті кире тұрар өп қатшы. Оннатын НДФЛ да кире. Эти кирерін өбін қатшытын беги бұл сылғы айдытығар оқтаға дебет. Күн бүгінгі олақ ағаяқ өп қатшы олар. Onun ölbek ubu uğaktaqpıt, ölbek setihini ılaqtaqpıt. Kim berer, ol ılar. Ol kurduk ılaq, hadaçalaq, öleliyaqa qamdayqqan adam. Onun bir akademiya naukput, bu hılgı ititiger, hılgı öğretitiger, hılgı saydarıgar. Etin naukаны хайындарарга ылгы енін. Өлбөк сырабытын беребит, оны берекпет дағаны. Оннотон бәбит правительствобытын гытта, бәбит илтімеметін гытта, бәбит нароппутын гытта үлеләммет сылгыга сетихини оңыроқтақпыт. Сылгы беге территориялар бітер, селбетер, опытығыр, өлбән, үксән бар дағаны. Саха культурата, саха тыла сайдыға қанды әстен бұстан береу. Өтші бейгі сақамуға иннекеләқ, кәскеләқ, бай-байлы тұлыққа баранияқ.